Добрый день, дорогие друзья. Выбрался за Варшаву. Сегодня будет интересное видео, как смонтирую. Сейчас вот идем там под Варшавой. Вот, хочешь участок купить, дом построить, вот, пожалуйста, все есть. Нарезано вот такие дома по проектам. Тут, скорее всего, земли бывшие. Это, скорее всего, земли частные. То есть в свое время там колхозник какой-нибудь получил пай, нарезал паи, в середине 2000-х годов продал. Но вот всяким застройщикам, ну вот, люди строятся, домики такие, близко от остановки автобусной. В общем, сегодня день обещает быть хорошим, так что досниму там еще кое-что. Идешь мимо хозяйства. Идешь и смотришь, тут бац! Короче, как Германия. Сюда денежки, молоко, яйца, пирога. Короче, в общем, нашли мы тут стадо баран. В общем, топаем сейчас. Учусь управлять бурятами. Пока слушаются. Скажи БНД. БНД. Да, коза давай. Карлица. Дель Понтиха. Давай. Дель Понтиха, топай. Так, всех вроде собрал. Всех бурятских либералов. Вот. Давайте. Топаем. Правый разворот совершаем. Давай, Морланд, Катя. Не кричи. Вот мелкая карлица. Плохо ходит.
Так, все верно. Гарможапова, подай голос. Что там, за федерализацию? Сейчас пустим на бухлер. Дорогие друзья, любители природы, мы наблюдаем борьбу двух бурятских либералов. Точнее, двух бурятских либералок, судя по половым признакам. Так, молодая либералка победила. Ой! Нет, А тут съезд народных депутатов только что случился. Он к ней. Так. Женихается. Самую крупную выбрал. Вопрос не в размере, там у них есть свои. Если овца готова к спариванию, она издает специфический запах. Ага. И баран, почувствовав этот запах, уже идет на таран. Его уже не остановишь. Понятно. Цуцик. Тарзан. Не реагирует. Либералов стоило вот так, дорогие друзья, легким освистыванием и палкой можно организовать либералов в нужном Бурятии и бурятскому государству направлении. Всех ведем кормиться. Ну а после откорма либералов пустим на волю, конечно же. Не такие послушные, видимо, не бурятские либералы. Ну-ка. Бурятские либералы во главе колонны. Настоящий мачо. Мнет задницу. Выдрал клок. Так, товарищи либералы бурятские, здесь не USAID. Все, идем есть в другое место. Че встали-то? Грантов нету. Все верно, Гарможапова. Все верно. Бурятия для бурят. И не надо возражать. Товарищи либералы, собираемся в кучу. Прекрасная возможность научиться управлять бурятскими либералами. Это выбраться за Варшаву и начать пасти баран козами.
Все, товарищи либералы. Хватит жрать. Хватит сосать сиську. Что тут такое? А, баран и бараниха. Так. Вот так происходит в Монголии. Короче, а вы представляете, там миллионные стада. И вот эта вся живность все побеги объедает, короче. То есть поэтому в Монголии лесов нет. Хотя еще 2000 лет назад Монголия вся была в лесах. Ну там появились кочевники и, короче, начали выплавлять руду. Но. Это. Давай, доржо, хватит. Хватит про монголизм. Все поняли. Бериллий, Бурятия, независимость. Все, идем. Вперед, козы. К светлому будущему. Скажи БНД. Скажи БНД. Все понятно с вами. Мы наблюдаем уникальную вещь. Два бурятских революционера борются за внимание Катьки. Короче, либералов на покорм это. Тут уже, судя по всему, наелись. Сейчас, по идее, должны лечь. Но они вот так что-то группироваться начали, либералы. Как-то вроде поначалу их разогнали по полю. А вон уже маленькие лежат, отдыхают. На солнышке загорают, короче. Но я решил тут пройтись по полю, поэтому посмотрите, вон коза лежит. Здравствуй, Катька Морланд. Морланд. Вот ему понимает все-таки. Так. Сейчас мы прогуляемся. Единственный минус, тут тяжело ходить, потому что тут все перепахали, все поле кабанье. Так. Что? Либерал что-то захотел. Вот видите, здесь вот такая штука. Тут все перекопано и довольно сложно ходить на самом деле. Перемещаться.
Вот там. Бараны пасутся, объедают там всякие побеги всяких деревцев. И за это, кстати, ну, по тропе пойду. И за это, кстати, местный фермер здесь, как нам пояснили, получает какое-то финансирование от государства, короче. В общем, сейчас мы выйдем к Висле. О, смотрите, бобры, ё-моё. Где-то здесь еще и бобер возится. Вот, судя по всему, вот эта вот штука, видите, накатанная. Это, видимо, деятельность бобров. Что-то они тут, видимо, лазят и хвостами своими приминают. А вон там деревья. Сейчас, вон, видите, потом с следующим кадром схожу, сделаю. Сейчас мы выходим, и здесь где-то бобрятина должна быть. Курва-бобер должен быть где-то. Так. Здесь, видимо, кто-то ездит. Здесь Висла. Ух. Крутые бжеги. Ну как куда? В лучшие годы люди стоят, что-то ловят с собаками. Сейчас пойдем, короче, посмотрим за деятельностью бобров. По-видимому, деятельность бобров тут сезон. Ну вот они, видимо, туда-сюда гоняют. Вот у них так накатано здесь пространство. Ну бобр же. Хотя, может, и не бобр, не знаю, в общем. Но по мне так это явно не срублено ножом. То есть это явно сгрыжено представителями флоры и фауны. Хотя кто его знает, может тут какие-нибудь там, я не знаю, любители чего-то там. Не, это бобер, деятельность бобра. Видите, я даже такое маленькое деревце обожрал. Здесь, видимо, не догрыз. Специалисту по бобрам подскажите, бобры ли это? По мне так бобры. Дерево объел, накидал тут. Короче. Ладно, пойду я к бурятским либералам. Пойдем проведаем. Ну, в общем, с
Все как в Улан-Удэ, за исключением погоды и внутреннего валового продукта. Так, а вот это, видите, сейчас, так, это вот деятельность кабана. Что-то он здесь обнаружил, разрыл пятачком своим. Здесь вон, видите, корни какие-то. Вон корни торчат, что-то клубневое может быть. В общем, деятельность тут вовсю ведется, естественно. То есть, причем кабан, как описывали его, значит, местные жители, он довольно большой, хрюшка огромная, так скажем. То есть, вот конкретно здесь, вот в этом месте водятся. Да. Ну, там туристовец фотографирует. Да. Бурятские либералы думают, что это USAID. На самом деле это просто какие-то гулины. Да, ну вот здесь это точно, это бобер, видите, он. О, что такое? Это явно бобер. Так, идем тропиночкой протоптанной животными. Ну, в общем, такое милое воскресенье. В общем, приду завтра, наверное, смонтирую. Там еще кое-что мне надо отправить. Ну, в общем, смонтирую завтра видео, завтра же выложу. Сегодня воскресенье. В прекрасный воскресный день. Вот сейчас вышел на прогулку. В общем, бурятских либералов вон стоят, кормятся. Летом планируем одного барашка купить, зарезать, сварить бухлер. Вот вполне возможно, вот какой-нибудь из этих барашков подрастет, и мы его к лету употребим в культурно-массовом мероприятии. Вон, видите, легли, наелись, жвачку жуют. Шпана лежит, отдыхает. Ну, видите, вот они, наверное, же все окатились недавно относительно. Ну, вот разные. Вот один покрупнее, другой помельче. Ну, вот так и искусственный отбор шел. То есть отбирались матки, у которых плод крупнее, быстрее развивается, больше мяса дает. О. Нет, это не та. Это не карлица, это другая покрупнее. Все, козы и бараны легли. Сейчас 2 часа дня.
общем, жуют жвачку. Что вы скажете по поводу Бурятии для бурят? Гражданин бурятский либерал. Ведь видите, избегают разговора на неудобные темы. Наелись и лежат, короче. А? Ну-ка спросим, не дадите ли вы интервью бурятским националистам? Товарищи бурятские либералы. Вопрос про бурятам бурятскую власть. Бурятам бурятскую власть. Вот видите, ну безобразие. Ну, короче, интервью на неудобные темы, вы понимаете. Бурятский либерал приучен отвечать блеянием, приучен отвечать, не отвечать. Отвечает побегом, короче. Избегает неудобных разговоров. Создает впечатление, что такого запроса у бурятской нации нет. На бурятскую власть, на Бурятию для бурят, на Бурятию от Енисея до Амура. Но это все враки. Только так. Только такая Бурятия должна быть создана. Она будет создана. Еще на нашем веку. Боритесь и поборете. Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть. Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Короче, уходить собираемся. И там, слышите, либералы и либералки в спину, короче, кричат. Все, хватит. Катька, не кричи. Перестань уже. Это кто? Это Доржо, похоже. Такой, да? В общем, короче, обиделись на меня овцы и козы за то, что я их с бурятскими либералами сравнил. Ну, извините, козы, это было сатирическое, так скажем, пародийное шоу. Значит, так что извиняюсь перед вами, козы и бараны, за то, что сравнил вас с бурятскими либералами. Пока, козы. Жеребцы отдельно живут. Бать, только что на нас выскочил, короче. Блин, вот. Вон, видимо, семейка. Короче, выскочил он оттуда, с этого. Там шарятся, да, внизу где-то? Чем на всякий случай камеру не это. Вдруг выскочить, придется отбиваться. Неожиданная встреча, мягко говоря. Но он такой самодовольный выскочил такой. Хозяин здешний. Но. А я вообще не знаю, они кабаны сзади нападают? Нет, По-моему, нет. кабан никогда сам не нападет, если его не оскорбишь. Да? Вообще дикие звери, они умные. Они... Даже медведица самая опасная. Если ты не окажешься между ней и ее детьми, она особо... Ну, ты знаешь, там был такой случай, какие-то эти срезания или стверили. Где-то в Сибири строили этот
дорогу. Ну, там бывают эти жулики на строительстве, нанимают там людей, привозят за 1000 километров. Ну и, короче, вот он снимает видео на мобильной. Там, значит, к ним на эту, видимо, на помойку вышли медвежата. И они же любопытные. И полезли к ним в этот... Откуда, видимо, там готовка была или еще что-то. То есть они в ту сторону поперли. Ну и этот снимает их, медвежат. Пытается их погладить, дурная голова. Ну, то есть он не знает, в принципе, не соображает, что где-то рядом медведица. А он руки крабли тянет к ним. И тут вылезает медведица разъяренная, короче, за ними. И в итоге она там 2 или 3 задрала насмерть. Этих строителей. Это нормально. Но. Это нормально. Поэтому я вот и говорю, что береженого, как говорится, Бог бережет. Ну, они, я думаю, ускакали, короче. Ну, такой кабанище-то был значительный, короче. Ну, по крайней мере, вид такой производил. А Ибрагим хоть бы хны, короче. Где-то там червячков накапывали, там, наверное. Вот в таких вот. Ну, или воду пили. Скорее воду пили. Шеи погонять на песочек. Да, я там гляжу, я что-то там как будто ломаться начало. Мне показалось, что кто-то упал туда. Я думаю, хотел было тебя спросить, ты видел, кто туда упал? И в этот самый момент эта штука вылезает. Увидел наши хищные взгляды и, наверное, отступил. Но я еще громко крикнул, конечно. И он, наверное, подумал, с этим азиатским медведем не хочу вступать в спор. И убежал в лес. Сейчас курицей разживемся. Короче, уходить собираемся. И там, слышите, либералы и либералки в спину, короче, кричат. Все, хватит, Катька, не кричи. Перестань уже. Это кто? Это Доржо, похоже. Такой, да? В общем, короче, обиделись на меня овцы и козы за то, что я их с бурятскими либералами сравнил. Ну, извините, козы, это было сатирическое, так скажем, пародийное шоу. Значит, так что извиняюсь перед вами, козы и бараны, за то, что сравнил вас с бурятскими либералами. Пока, козы.